Преподаватели и студенты исторического и юридического факультетов в своих выступлениях рассказывали о мифах и реальностях, связанных с Октябрьской революцией. Отмечалась также ее роль в истории Абхазии и горских народов Кавказа. Понять любое крупное историческое событие можно лишь в перспективе, по тем долгосрочным результатам, которые были им вызваны. В данном случае произошла не только смена власти, но начался крутой поворот российской истории. Сначала грянула гражданская война, а затем коренная перестройка не только государственной системы, но и всего общественного уклада. В 1917 и 20-х годах триумфальное шествие советской власти в большинстве регионов бывшей Российской империи сопровождались гражданскими противостояниями с применением того белого, красного и зеленого террора. Одним из таких регионов был Северный Кавказ, где сепаратистское устремление непокорных горцев были пересечены только к осени 1925 года, после чего стало возможным окончательное утверждение советской власти на Кавказе. На конференции было отмечено, что Октябрьская революция останется одной из важных событий XX века, а установившаяся затем советская власть позволила Абхазии восстановить утраченную государственность и создала условия для развития национальной культуры. Мы отдаем должное тому событию, которое имело место 100 лет тому назад. Как бы ни сложны были эти пути, которые вели к социализму, все равно почти все союзные республики и малочисленные народы, для которых Октябрьская революция, для многих которых она была спасением, для самосохранения, конечно, победила Октябрьская революция и социалистические идеи у тех или иных народов Российской империи, а уже советской власти. Как отмечалось участниками конференции, крушение самодержавия в 1917 году во многом определило будущее и нашей страны, а молодому растущему поколению необходимо знать о событиях тех лет. Саид Джарсалия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.